Здравствуйте, программа «Культура Хакасии» вновь с вами. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня я расскажу вам о том, чем удивил в этом году конкурс «Многоголосие Хакасии». Как библиотеки намерены вернуть читателя в свои залы и другие новости культуры. Не переключайтесь, будет интересно. Пятый юбилейный республиканский конкурс ансамблей национальной музыки прошел в Хакасии. На сцене национальной гимназии 9 детских музыкальных коллективов состязались за право представлять республику на межрегиональном фестивале, который тоже пройдет в Абакане, но уже в апреле будущего года. Организаторы фестиваля – Национальная школа искусств и Министерство культуры Хакасии. За путевки на межрегиональный конкурс национальной ансамблевой музыки состязались 9 детских коллективов Хакасии, но в основном борьба шла между творческими коллективами детской музыкальной школы имени Кинеля и школы искусств национальной гимназии. В младшей возрастной группе жюри решило присудить 2 первых места, отметив дуэт хамысистов школы Кинеля и ансамбль Тигир-Хуры национальной гимназии. В старшей группе безусловным лидером стал коллектив кинелевцев «Челтыс». Этот ансамбль, он имеет уже определенные традиции, он уже существует определенное время, и год назад они давали концерт полностью в концертном зале имени Кинеля. Это, конечно, это звезда определенная, это определенный уровень, это заметный уровень, да, чувствуется. Очень достойно выступили воспитанники Хакасской национальной школы искусств. Ансамбль «Артыс» в старшей возрастной группе занял призовое место. Уровень высокий, но и сами участники не скрывают, что еще есть к чему стремиться. Говорят конкурсанты и о своих музыкальных предпочтениях. Больше получается народные песни петь. Мне охота ее петь больше, чем эстрадный вокал. Больше всего охота народного. Продолжать свою культуру, народ. Преподаватель Аршановской детской музыкальной школы Валентина Тюкпиекова подготовила с ансамблем «Санычах» 2 народные композиции. И, конечно же, ребята получили заслуженные аплодисменты зрителей. Нравится заниматься музыкой, хакасскими инструментами. Хакасское музыкальное искусство становится все более популярным. Выпускники детских музыкальных школ могут поступить на отделение народной музыки в колледж, затем в Институт искусств. Но первый шаг получают на таких вот камерных конкурсах. Этот конкурс является стартовой площадкой также и для участия в международных проектах. Это конкурсы Сибириада, это Дельфийские игры, где в 2016 году наш учащийся Юрий Шалгинов занял золотую медаль. Очень достойно наши дети представляют республике ее музыкальное, ее художественное, культурное наследие на международной сцене, на международной арене. Этническая музыка в последние годы становится все более популярной, востребованной. Это мировая тенденция, и Хакасия не остается в стороне от мировых культурных трендов. О сути современной библиотеки, о том, какие задачи нужно решить, чтобы привлечь массового читателя. Сегодня говорят не только сами хакасские библиографы, но и целый ряд экспертов, от бизнесменов до публицистов. Толчок в развитии читательского отдела в части финансовой поддержки призвана дать программа «Пространство. Библиосибирь». На семинаре в Абакане библиотекари со всей республики делились своими проблемами и идеями. Сегодня, пожалуй, тот случай, когда тишины, как в библиотеке, быть не должно. Издатель и публицист из Москвы Борис Куприянов как раз и приехал, чтобы общаться. В зале библиотекари со всей Хакасии. Как сделать храм книг современным? Сейчас уже приходят и снова говорят: а что у вас новенького почитать? Это у меня уже все прочитано. И как-то вот вопрос вот в этом стоит, чтобы почаще обновлялся фонд. Каждая библиотека постоянно говорит: обновлялся фонд, обновлялся фонд. Читатели все перечитали, приходят, запросы. А куда вы будете отправлять старые книги? Впрочем, эксперты приехали в Хакасию обсуждать скорее более глобальные проблемы библиотек. Как заманить читателя электронной литературы, внедрить современные тенденции, функции и формы. По мнению Бориса Куприянова, за библиотеками большое будущее. Главное сегодня – проложить к нему путь. Тысячи и тысячи книг, которые есть в библиотеке, это знание, накопленное тысячелетием человечества. И дать возможность человеку воспользоваться этим знанием, помочь ему разобраться в той информации, которая в библиотеке хранится, и в мире вообще как есть. Задача библиотекаря. Мне кажется, что сейчас, в наше время, как раз потенциал библиотек огромный.
Проект «Пространство Библиосибирь» по сути беспрецедентный. В течение 2 лет планируется провести массу мастер-классов, лекций и семинаров. Нам нужно, чтобы люди были просвещенными, образованными. Поэтому мы решили поработать с библиотеками как таким универсальным ресурсом, количество благополучателей, от развития которых будет максимально широко. Мы понимаем, что это очень важно и нужно и для образования, и для общего, так сказать, культурного уровня. И понимаем, что процесс, наверное, интерес к книге постепенно ослабевает, интернет, соцсети, все это есть, это нормально. Но для того, чтобы человек любил и читал с детства книгу, нужны все-таки, наверное, другие подходы и другие процессы. Стоит добавить, что в рамках проекта «Пространство Библиосибирь» предусмотрен грант на создание модульной библиотеки. Фонд обещает 5 миллионов рублей. А в 2017-м организует фестиваль-ярмарку в Иркутске. В Аскизе прошел 8-й республиканский фестиваль творчества народов Хакасии «Многоголосие земли хакасской». Праздник традиционно собирает национальное объединение со всей республики. Каждый год организаторы стараются привнести что-то новое в фестиваль. В этом году акцент сделали на народные костюмы. Фестиваль состоялся 20 ноября. На улице было уже по-зимнему морозно, а в фойе Аскизского центра культуры по-весеннему ярко и тепло. Название фестиваля «Многоголосие земли хакасской» говорит само за себя. В республике проживает более 100 национальностей. У каждого народа самобытная культура и традиции. Их сохраняют не только в семьях. Большую роль играют национальные общественные объединения. Они и стали главными участниками фестиваля. Ну а организатором является Центр культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева. Мероприятие данное принимается зрителям, населением очень хорошо, доброжелательно, потому что само мероприятие, оно объединяющее, принимают участие национальные общественные организации. И они очень готовятся, это нравится и зрителю, и самим участникам. Учредители фестиваля – Министерство культуры республики и Министерство национальной и территориальной политики. Фестиваль реализуется за счет государственной программы Хакасии «Региональная политика». Главная цель – сохранение, развитие и популяризация национального творчества народов, проживающих в регионе. Мы считаем, что дружба народов, проживающих здесь, а их проживает здесь более 100 национальностей, очень важна. Она способствует миру и согласию всех народов и благополучию нашей территории российской, нашей территории Хакасии. И вообще говоря, территория Хакасии очень благоприятная и очень комфортная для многих народов, которые сюда приезжают. На одной сцене звучали русские, хакасские, немецкие, польские, корейские, таджикские песни. Творческие коллективы исполнили национальные танцы, знакомили зрителей с традиционными костюмами. Самой вкусной частью праздника стала дегустация блюд национальной кухни. Концерт, конечно, проводим мы не только в Аскизе, в разных регионах нашей Хакасии бываем, поэтому и встречаем поляков, как ни странно, и здесь тоже. Как-то стараемся радовать, помогаем друг другу, способствуем друг другу, поддерживаем традиции. Также ездим и в Польшу. Пожалуйста, просим, учим язык, поддерживаем традиции, кулинарию. Фестиваль «Многоголосие Хакасии» кочующий. В следующем году в ноябре участники соберутся снова, теперь уже в Алтайском районе, чтобы показать все богатство и разнообразие многонациональной культуры Хакасии. На этом у меня все. Следите за новостями культуры вместе с нами. Скоро увидимся.